Основные задачи профессионального образования. Профессиональное образование своей главной задачей имеет сближение систем подготовки кадров с рынком труда. Суммарно системы начального профессионального и среднего профессионального и высшего образования дает возможность более 300 тысячам молодых людей получать то профессиональное образование, которое они выбирают. Хотя до сих пор в Кыргызстане сохраняется так называемая перевернутая пирамида профессионального образования. Это 9% от числа обучающихся учатся в профессиональных лицеях, 28% в колледжах и более 60% в высших учебных заведениях. В системе начального профессионального образования за последнее время отмечены ряд инновационных направлений работы, которые постепенно принимают системный характер. Начиная с 2014 года ведется работа по пилотированию независимой сертификации профессиональных компетенций выпускников профессиональных лицеев, когда квалификационные экзамены принимают эксперты из числа работодателей в рамках различных проектов. Это увеличивает возможность трудоустройства получивших рабочие специальности на предприятиях республики. На уровне среднего профессионального образования число студентов за 10 лет возросло в 2 раза. Большинство выпускников колледжей, это более 70%, уже в течение первого года после выпуска находят себе работу по специальности. А по ряду специальностей трудоустройства составляет 100%. Растет интерес к этому уровню образования работодателей, поскольку квалифицированные кадры среднего звена необходимы на всех предприятиях и фирмах. На уровне высшего образования установлен достаточно жесткий контроль за соблюдением предельного контингента студентов, благодаря чему на сегодняшний день количество студентов сократилось с 230 тысяч до 199 тысяч. Конечно, сокращение количества студентов — это не самоцель, а один из способов повышения качества образования, когда вузы избавляются, так сказать, от мертвых душ до студентов, потерявших связь с вузом или по разным причинам не выполняющим требования государственного образовательного стандарта. Кроме того, это и антикоррупционная мера. Еще одна мера, работающая одновременно и на повышение качества контингента студентов, и на сокращение коррупции, это зачисление студентов на основе результатов общереспубликанского тестирования. Министерство будет сохранять требования к достижению минимального балла. В настоящее время Министерство образования и науки готовит поправки в закон об образовании, многие из которых коснутся высшего образования. В частности, будет законодательно закреплен тот факт, что бакалавриат является полноценным высшим образованием, и выпускники, имеющие данную академическую степень, имеют право выбирать широкий спектр деятельности. Это важно и для самих студентов, и для работодателей, поскольку обеспечит сопоставимое понимание квалификации выпускников. Важнейшим инструментом измерения качества образования является аккредитация. В Кыргызстане уже создаются аккредитационные агентства и решаются вопросы разработки нормативной и правовой базы. И Министерство будет продолжать делать все необходимое, чтобы запустить процессы аккредитации в Кыргызстане.